Здравствуйте! Вы смотрите актуальное интервью в студии Валерия Наумова. С начала года малая авиация может выполнять ряд авиационных работ. Для этого год назад были утверждены новые федеральные авиационные правила. Как они действуют и насколько активно вовлечена в экономику региона малая авиация. Поговорим об этом и не только с Иваном Лукиным, председателем Ассоциации малой авиации Республики Саха-Якутия. Иван Владимирович, здравствуйте! Добрый день. Расскажите, пожалуйста, давайте начнем о том, сколько вообще авиакомпаний в регионе относятся к малой авиации и какие-то вообще компании, это частные предприятия? Ну, в Республике Саха-Якутия в настоящий момент имеется 4 авиакомпании. Из них одна частная, это Дельта-К в Нерюнгри. И 3 больших, будем так говорить, компании, это Полярная авиалиния, Алроса и Якутия. Вот. Из них чисто к малой авиации условно можно отнести Дельта-К, потому что там их 3 Ан-2 и 8 Ми-8. Ми-8 не относится к малой авиации. К малой авиации относятся самолеты до 5,7 тонн, класса Ан-2 и ниже, и вертолеты до 3,1 тонн. Это класса Ми-2, это я по-советски говорю. И пассажиры вместимостью до 19 пассажиров. Вот такие компании только в связи с тем, как вы сейчас сказали, что разрешение мы получили на выполнение авиационных работ, такие компании будут создаваться. Чисто авиакомпании малой авиации. А в чем в наше время сейчас, малая авиация отличается, может быть, от прошлых компаний? Там были какие-то запреты? Да, допустим, если вернуться назад и рассмотреть эти федеральные авиационные правила, которые регулируют выполнение авиационных работ и коммерческой воздушной перевозки, они были по своей сути, требования были запретительными. Допустим, если вы хотели создать авиакомпанию малой авиации на маленьких самолетах, то одних начальников надо было 7 человек иметь, если даже один самолет. Эти именно такие требования были, что они практически невозможно было. И основной задачей нашей ассоциации в течение 5 лет было внести изменения в данные авиационные правила. И при содействии нашего парламента, Совета Федерации, Государственной Думы, мы получили первый результат, это с 1 января 2021 года, нам разрешили выполнять 55 видов авиационных работ. Это, допустим, пропал человек, раньше было запрещено его искать. Ледообразование, весенний ледоход тоже нельзя было, на маленьком самолете. Допустим, перевести груз, какой-нибудь допустим, какие-то груза и так далее, и возить пассажиров. Теперь насчет пассажиров, то это с 1 марта 2022 года нам планируется разрешить возить уже пассажиров. В настоящий момент такой. Поэтому результат это 5-летней нашей работы. Но вы уже обмолвились немного работами, которые проводит малая авиация. Но давайте поподробнее об этом поговорим. Какие все-таки основные работы входят? Давайте возьмем такие которые нынче, резонансные такие авиационно-химические работы. Они имеют 12 видов. Один из видов это борьба с шелкопрядом, это опрыскивание этих удобрений, не удобрения, а этих пестицидов, которые уничтожают. И авиационные химические работы это различные, 12 видов, это я сейчас не буду занимать, у нас времени мало, всего 55 видов. В том числе есть такие, которые очень важны для Якутии, это транспортно-связные работы. Это перевозка мелкопортионных грузов, перевозка персонала, заказчика и так далее. Это, по сути, заказные работы. И применение перевозки грузов уже на сегодня показало это удешевление 2,5 раза доставки грузов арктического УЛУСа. Потому что применение малой авиации в народном хозяйстве, в экономике республики обязательно даст снижение стоимости тарифов. А что можете рассказать про возможности? Какие возможности имеет малая авиация в Якутии? Как раз насчет возможностей, я и сказал, что 55 видов, это различные виды работ, которые крайне необходимы для нашей экономики. Но если так вернуться в советское время, то
Вот эти виды все работы раньше выполняла Маганский объединенный отряд, где я работал. Вот. Это называлось применение авиации в народном хозяйстве. Потому что кроме перевозки пассажиров, вот, которыми занимаются большие компании, то есть ряд мелких таких работ, которые нерегулярные, но они разово нужны, допустим. Вот пожары, лесоавиационные, они же нерегулярно, только летом они работают. Допустим, вот это санзадание, вот это поиск пропавших людей, обследование пастбищ, отстрел волков, которые вот именно ранее были категорически запрещены, сейчас разрешены. Вот, 55 видов, это очень много. Все, буквально все, что касается именно применения самолетов маленьких, практически все разрешены. А с какими проблемами сталкиваются авиаторы? Ну, теперь после того, что, как практически, будем сказать, нам получено разрешение, как заниматься вот таким бизнесом авиационным, малой авиации, у нас вторая большая проблема – это налоговые нагрузки. Очень большие. Нас нагружают как торговлю. Все налоги, которые имеются, мы все платим. Поэтому вот 18 мая в Совете Федерации состоялось заседание Комитета по экономической политике, и там обсуждался вот этот как раз вопрос, как же облегчить налоговую нагрузку на авиакомпании малой авиации. И наша ассоциация выступила с предложениями, и в результате все наши предложения вошли в вот это решение Совета Федерации от 18 мая, и они утверждены. И они пошли уже в работу, и в октябре будет мониторинговое заседание, как же идет исполнение данных вот этих рекомендаций Совета Федерации. И, допустим, в частности, что мы просили, вот именно сейчас в Якутии, если, допустим, билет стоит 15 тысяч рублей, допустим, ну, Тасангар возьмем, да, то 5 тысяч – это аэропортовые сборы. Вот у нас имеется федеральное казенное предприятие «Аэропорты Севера». Они обслуживают все наши аэропорты, но они только 30% своих расходов получают от федерации. А 70% они зарабатывают на нас, на полярных авиалиниях, на Якутии, на Алроса, на Дельта-К, вот эти. И поэтому вот эти, почему эти аэропортовые сборы большие? Потому что, ну, допустим, например, возьмем Чакурдах. Там летает 1 раз или 2 раза в неделю самолет. А аэропорт ты не выключишь, как электролампу, допустим, отопление или электроэнергия. Вокзал ты запустил, допустим, в начале сентября, и считай, до конца мая он топится. Вот эти все расходы, вот этот, все платит вот эта полярная авиалиния, которая туда летает. Поэтому вот такие, будем говорить, грубо говоря, конские тарифы. И вот мы ставим вопрос, чтобы обнулили эти аэропортовые сборы. И казенное предприятие по гражданскому кодексу – это предприятие, которое выполняет определенные государственные задачи, которые неинтересны и не коммерчески невозможны. Вот. Она должна 100% финансироваться как больница. Вот. Ну, для малой авиации есть такой 241 приказ от 17 июля 2012 года, который дает послабление. 0,25%, вот эти ставки, которые там есть, мы платим только четверть, но только по 2 позициям. Это по взлету, посадке и авиабезопасности. А остальные — регистрация пассажиров, встреча самолета, заправка и так далее, все мы платим полностью. Вот сейчас мы ставим вопрос тоже вот именно распространить вот действие коэффициента 0,25 на все аэропортовые сборы для малой авиации. Ну, такая практика уже, пилотный проект этим летом опробована, полярной авиалинии, федеральное казенное предприятие «Аэропорты Севера». И это именно такой эксперимент дал возможность снизить тарифы на 60%. Вот. Они максимально снизили аэропортовые сборы. Ну, авиакомпания тоже со своей стороны свой сухой летный час, это накладные расходы, тоже снизила, и в результате получили вот такое снижение стоимости. А может быть, в регионах есть еще какой-то положительный опыт, где региональные власти помогают малой авиации? Ну, по такой помощи малой авиации, ну, вообще авиация, это Якутия впереди планеты всей. Это Республика Саха-Якутия, это, во-первых, очень приличную сумму, больше 300 миллионов субсидируют внутриулусные перевозки. Потом, вот благодаря нашему парламенту с авиакомпаний убраны все местные налоги.
налог на имущество, транспортный налог и так далее, и так далее. Поэтому вот я, пользуясь случаем, хотел бы именно выразить благодарность нашим депутатам, всех фракций буквально, все они поддерживают вот то, что есть для авиации, они сделали. Сейчас осталась только та часть, которая зависит от федеральных структур. А какие решения необходимо принять на самом высоком уровне, чтобы расширить использование малой авиации в грузовых и пассажирских перевозках? Ну, теперь третьей проблемой, вот, которую хотел бы я отразить, это проблема приобретения, обновления воздушных судов. Ну, в настоящий момент Российской Федерации, надо признать, нет самолетов, которые имеют сертификат типа в малой авиации. Нет. Ну, один самолет есть, вот СМ-92, но у него, хотя имеет сертификат типа, но практика показала, что она не пошла в серию. И таким образом в настоящий момент мы не имеем новых самолетов. Поэтому пользуемся Ан-2, которые, ну, будем говорить, это морально и физически устарели уже. Поэтому сейчас основная задача вот стоит для того, чтобы дать возможность авиакомпаниям, ну, не только малой авиации, полярных авиалиний и так далее, приобрести и обновить свои воздушные суда. Ну, как вы знаете, у полярных авиалиний средний возраст воздушных судов, самолетов около 38 лет. Это, ну, предел уже, считаем, ресурсов этого. Вот. Поэтому вот именно мы ставим вопрос республики принять программу лизинга, так называемого коммерческого лизинга, потому что если, допустим, передавать в лизинг самолету по коммерческим ставкам удорожания, то этот билет будет очень дорогие, поэтому мы ставим вопрос не больше 3%. Это расчеты наши показывают, что 3% удорожания вот ежегодного предмета, продукта лизинга, еще можно вытянуть. Вот это не коммерческий лизинг, это такой лизинг, который практикует сейчас государственная транспортная лизинговая компания в Севастополе и в Крыму. Потому что они делают максимально такие, ну, будем говорить, льготные условия. Вот только тогда, потому что тем меньше самолет, тем дороже и билет. А как у вас с кадрами в малой авиации обстоят дела? Да, теперь вот именно с 1 января мы получили разрешение выполнять вот эти 55 видов авиационных работ, но до сих пор у нас ни одной авиакомпании, имеющей сертификат эксплуатанта, нет. Почему? Потому что нет экипажей Ан-2. Экипажи Ан-2 училища не выпускают пилотов, их не переучивают, которые, если мы взяли бы с училища, переучили бы, допустим, где-нибудь бы. Вот последний был в Екатеринбурге, и то закрыли. Поэтому, получается, мы сейчас пользуемся экипажами, которые были подготовлены в советское время, ну, моего поколения, будем говорить. Поэтому вот этой части очень трудно. Но те экипажи, которые имелись, они уже нашли свое место, летают, допустим, вот регион авиа, там на авиахимработах, там в европейской части, Красноярске, все вот, они все в пределе. А вот лишних, будем говорить, которые мы могли бы пригласить для работы в Якутии, не имеется в России. Спасибо вам большое, Иван Владимирович. Благодарю вас за эту беседу, за то, что пришли. Ну а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью на телеканале Якутия-24. Оставайтесь с нами и до новых встреч в эфире.